Бюджет 2024 года, как и нынешний, формировался в непростых условиях. Но республика продолжит реализацию всех запланированных проектов. Темпы строительства школ, детских садов и ФАПов в последние несколько лет заданы высокие. Улучшить социальную инфраструктуру – это поручение главы Коми Владимира Уйба. Все объекты возводятся под его личным контролем. Бюджет 2024 по-прежнему социально ориентированный. 70% расходов – это выполнение всех социальных обязательств. Поддержка семей, лекарственное обеспечение, развитие сельского хозяйства и строительство дорог – основные направления бюджетной политики на ближайшие годы. Сегодня Госсовет Коми принял бюджет республики на 2024 год. Татьяна Супряткина. Подробнее. 2 месяца обсуждений, 19 госпрограмм, социальная поддержка, здравоохранение, образование, дорожная инфраструктура, сельское хозяйство, промышленность. Это те направления, на которые в расходной части бюджета заложено больше всего средств. Впервые сформированный бюджет можно назвать народным. В обсуждении госпрограмм принимали участие жители, оставляли свои мнения во время онлайн-трансляций, также активно дискутировали на встречах с депутатами в муниципальных округах. В этом году очень характерным является более такое взвешенное и тщательное рассмотрение госпрограмм с учетом работы депутатов в округах. Очень много предложений, которые мы рассматривали в рамках каждой госпрограммы, поступало буквально после поездок депутатов в округ, когда избиратели обращались с определенными вопросами, проблемами. И, естественно, мы во главу угла ставили обсуждение, в том числе не только тех расходов, которые предлагало профильное министерство ведомства, но и предложений, которые поступали от депутатов. Кроме того, мы активно работали и с общественностью, и с предпринимательским сообществом. У каждой госпрограммы ограниченное финансирование. Учтены самые необходимые расходы. Нынешний бюджет, как называют его депутаты, приоритетный. Все у нас госпрограммы не претерпели, так скажем, уменьшения. 3 основных программы даже с увеличением пошли. Это у нас здравоохранение отрасль, коммунальная отрасль и транспортная отрасль. Поэтому не допустили, еще раз скажу, что снижение. Поэтому, думаю, все необходимые расходы мы учли. Пройдем этот год, я думаю, с уверенностью. Бюджет сложный, но по самым востребованным направлениям финансирование даже увеличено. К примеру, популярный среди жителей народный бюджет уже в этом году был проиндексирован. Народные проекты получили более $500 миллиарда рублей. Жители уже оценили результаты, потому заявок на участие от муниципалитетов становится все больше. В этом году в рамках бюджета принято решение дополнительно расширить мощности, так сказать, организаций вот этих, которые работают с народным бюджетом, чтобы они больше популяризировали, лучше готовили эти заявки, больше жителей узнавали о народном бюджете. Для этого добавлены средства на содержание центра, который занимается разбором, обработкой и поддержкой заявок, поддержкой, так сказать, наших народных инициатив. Бюджет 2024 года дефицитный, почти в 17 миллиардов рублей. Но это сумма с подстраховкой. Министерство финансов ежегодно просчитывает все риски и возможные дополнительные доходы. В течение года поступают трансферы из федерального бюджета, налоговые и внебюджетные выплаты. Эти доходы сокращают дефицит. Нынешняя ситуация тоже под контролем. Республика продолжит работу с федеральным центром. Необходимо заявлять о себе на различных уровнях. Такое поручение дал правительству глава Коми. Как и в предыдущие годы, бюджет социально ориентирован. Мы предусматриваем значительные средства на реализацию национальных проектов, выполнение задач, поставленных перед нами президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, увеличены ассигнования на сферы здравоохранения, образования, развития транспортной системы, сельское хозяйство, развитие сельских территорий, а также на другие направления. Продолжится строительство школ в Ижме и в местечке Емваль Эжевинского района Сыктывкара, лечебных корпусов в Изинге и Устильме. Возведение долгожданной республиканской инфекционной больницы тоже не стоит на месте. И это лишь часть масштабного строительства, что запланировано на следующий год – обновление социальной инфраструктуры. Это первоочередная задача на ближайшую перспективу. Татьяна Супряткина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.
Льготное лекарственное обеспечение в 2024 году будет профинансировано в полном объеме. Так прокомментировал ситуацию с медикаментами министр финансов Владимир Казаков. На льготное обеспечение выделяется примерно 2 миллиарда 200 миллионов рублей ежегодно. На следующий год заложена сумма 1 300 000 000. И это вызвало много вопросов. Мы выходим сначала на бюджет с некими базисными параметрами. Да, и, насколько я знаю, отрасль здравоохранения у нас всегда подходит, так скажем, в той части именно финансирования, в части закупки лекарств на 40-50%. Да, и мы с вами всегда в течение года, наверное, на 2 сессиях точно добавляем. Поэтому, сколько я помню, по году у нас где-то 200 где-то миллиарда рублей как раз все на лекарства уходит. Если не ошибаюсь, то они как раз на лекарства заложили 1 300 000 000, 1 400 000 000, да, то есть в этом году, ну, на 2024 год, поэтому практика уже понятная тоже, да, также в течение года, как будет исполняться бюджет, мы, соответственно, с вами, уважаемые депутаты, будем выносить на сессию в части увеличения именно финансирования по этой отрасли.